Татнефть-арена представляет 10 февраля. Встречай День влюбленных с Big Love Show. Оставьте наши вещи. Это наши вещи, мои вещи. Айрата здесь ничего нет, даже перчатки нет у него. Увидеть у себя дома судебных приставов родители Айрата никак не ожидали. Думали, сын исправно платит алименты внуку. Как выяснилось, долг ребенку сотни тысяч рублей. В итоге приставы забирают телевизор, пылесос, микроволновую печь. У должника имеется задолженность в размере 308 тысяч рублей. То есть он оплачивает, но по 1000 рублей раз в полгода. То есть, соответственно, это несущественные алименты, несущественные выплаты. Соответственно, сейчас был произведен акт ареста, изъятия бытовой техники и имущества по адресу регистрации должника. Изъятая техника отправляется в отдел, и, по словам приставов, у собственников есть 10 дней, чтобы предоставить им документы, что техника является их собственностью, а не должника. Тогда они смогут забрать ее обратно. В противном случае технику пустят на торги. Челны, здесь тоже рейд. Приставы пришли по месту прописки. Родители должника уверяют, сын давно сошелся с супругой и обеспечивает детей. Но его жена не сообщила об этом, и алименты продолжают копиться. Конечно, помогает. Я сейчас невестке позвоню, жару ей дам, так нечестно. В основном взыскательница подает документы, и то, что приставы хотя бы подходить когда-либо, чтобы, если претензий, допустим, не имеет, об этом сообщать тоже почему-то забывает. А этот челнинец задержан. Оказывается, он даже не знает, сколько уже должен своим детям. Нет возможности, нет. Возможности нет? Да. А сколько у вас детей? 2. На всех задержанных сначала протокол, потом дела в суд. Наказание может быть разным. Арест до 10 суток, обязательные работы, штраф, лишение свободы и запрет на выезд из страны. По данным приставов, за 2018 в список невыездных попали 12,5 тысяч алименщиков в республике. Со всех неплательщиков взыскали больше 1 300 000 000 рублей. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань, Набережные Челны.